Февраль является самым трагическим месяцем в истории чеченского народа, и я сейчас объясню почему. 5 февраля 2000 года русские военные устроили массовое убийство мирных жителей в Новых Алдах. Так называемую зачистку проводили подразделения из Санкт-Петербургского и Рязанского ОМОНа. По данным Human Rights Watch, в этот день русскими военными было убито свыше 60 мирных жителей. Это старики, женщины и дети. Напомню, что, соответственно, международному праву массовое убийство мирных жителей рассматривается как военное преступление. Далее, 13 февраля 2004 года русские спецслужбы убили в Катаре второго президента Чеченской республики Ичкерии Зелимхана Яндербиева. Зелимхан Яндербиев был тот самый чеченский лидер чеченского народа, который отправился на переговоры в Кремль с Ельциным для того, чтобы урегулировать русско-чеченский военный конфликт мирным путем. 15 февраля 1996 года русские взорвали президентский дворец. Тот самый президентский дворец, который был символом независимости чеченского государства, символом свободы чеченского государства, символом единства чеченского народа. 23 февраля 1944 года советская власть депортировала весь чеченский народ в Центральную Азию. В результате этой депортации погибло свыше 50% войнахского населения, то есть это чеченцы и ингуши. Европарламент признал депортацию войнахского народа в Казахстан актом геноцида, совершенным советской властью. Далее, 27 февраля 1944 года советская власть загнала 700 человек, жителей селения Хайбах, в конюшню и сожгла живьем. Причина их ликвидации указана в советских документах как нетранспортабельность. То есть советская власть столкнулась со сложностями в транспортировке горцев на равнину для депортации в Центральную Азию и решила облегчить себе работу и сожгла этих совершенно ни в чем невинных жителей селения Хайбах. И почему я это все рассказываю? Я это все рассказываю, потому что февраль — это хорошее напоминание для русистов о том зле, которое они принесли на Кавказ. Хорошее напоминание о том зле, которое их страна, Российская империя, принесла на Кавказ. И к огромному моему сожалению, русисты пытаются завуалировать вот это все зло, которое они совершили на Кавказе, аргументами: мы вас окультурили, мы вам города выстроили, мы вас кормим, вы живете на наши дотации и тому подобное. Это, конечно, естественно, это чисто имперский такой нарратив. И империя и имперцы всегда называют насилие цивилизации, разрушение порядком, а контроль заботой. То же самое делали и британцы в Индии, то же самое делали и французы в Алжире, то же самое делают сегодня русисты на Кавказе. Единственное различие: британцы поумнели, они оставили Индию, французы поумнели, оставили Алжир. А вот русисты, точнее, никак не могут поумнеть и оставить Кавказ, хотя на дворе уже 21 век. И русские, которые закрывают глаза на геноцид чеченского народа, оправдывают имперскую политику, которую Россия ведет на Кавказе, и оправдывают оккупацию чеченского государства. Вот все вот эти русские, которые оправдывают оккупацию чеченского государства, сами подписали себе приговор собственной морально-нравственной несостоятельности. Освободите Кавказ.